Салям алейкум, сайгал достлар. Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Алім Алієв, і сьогодні я запрошую вас долучитись до нашої розмови. Розмову про те, що кримські татари дають світові. І я представлю сьогодні моїх співрозмовників. Це Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Це Євген Глібовицький, експерт зі стратегії, засновник експертної компанії «Промова». Це Ліля Буджурова, журналістка, головна редакторка порталу Crimean Tatars Club. Це Еміне Джепар, перша заступниця міністра закордонних справ України, та Севгіль Мусаєва, головна редакторка порталу Українська правда. Салям алейкум, добрий день. Алейкум салям. Алейкум салям. Тему, которую мы сегодня выбрали, она достаточно обсуждаемая в крымстарском обществе среди очень разных людей, и, наверное, ее важно проговорить также публично. Да? И перед тем, как начать этот разговор, я бы хотел бы начать с небольшого такого достаточно провокационного блица. У меня есть к вам ко всем вопрос. Какие черты, возможно, национальные, возможно, коллективные, мешают и способствуют крымским татарам развиваться к развитию, к познанию нового, к лидерству? Кто готов начать? Нариман, тебе слово. О, мне слово, да? Да, ты же первый заместитель председателя Меджлиса. Да, как на самом по деле статусу положено. Отвечать на такие вопросы всегда бывает сложно, они неоднозначны, и, наверное, каждый найдет свой какой-то ответ, но мне кажется, крымским татарам за годы стало присуще или даже выработалось, может, даже не генетически присуще, но выработалось, это воля к достижению какой-то цели. То есть нахождение десятилетиями в состоянии борьбы за свои права, за свои интересы выработали у крымских татар вот потребность и силы, и возможность достигать поставленных целей. Кроме того, я бы выделил, наверное, еще и очень такое острое чувство справедливости. Претерпев колоссальные трагические обстоятельства, их можно перечислять очень долго. Для крымских татар очень присуще вот, ну, просто, не знаю, такое тревожное отношение ко всему несправедливому, и поэтому здесь каждый крымский татарин считает необходимым вот вмешаться в какую-то ситуацию, и вот цепляет эта ситуация, это заставляет людей двигаться постоянно и, мне кажется, стараться убедить других в правильности своей точки зрения. Поэтому я бы, наверное, вот эти пока два качества выделил, не буду охватывать все, потому что хочу, чтобы мои друзья и коллеги дополнили. Это все-таки воля, и это чувство справедливости, которое, наверное, многим крымским татарам присуще. Я думаю, что мешают прежде всего это те геополитические обстоятельства, в которых сейчас оказались крымские татары. Это отсутствие в большей мере отсутствие возможности самореализации. Состояние несвободы, оно достаточно серьезным образом отражается на этой проблеме. В состоянии несвободы люди думают больше о безопасности, чем о постановке и достижении каких-то амбициозных целей. Но, с другой стороны, эти же обстоятельства, они своеобразно дают и толчок вперед. То есть нам мешают, мы помогаем друг другу, нас хотят остановить, но мы идем вперед. Я бы так сказала. Эмине? Да, наверное, несколько лет назад я слушала песню Аллы Пугачевой «Нас бьют, мы летаем». И, наверное, это та фраза, которая очень относительна к нашему народу. Это то, что говорила Лиля Ханум. Нас бьют, мы летаем. Мы прорастаем даже сквозь камень. Это невероятная воля и достоинство, желание жить
развиваться, желание быть уникальными и проявлять эту уникальность. Это из того, как я ощущаю, кто мы есть. Почему у нас не всегда это получается, в чем сложности? Наверное, основное – это то, что мы являемся постгеноцидным обществом. Мы являемся народом, который столетиями переживал геноциды, разрушения, уничтожения, преследования. И я думаю, что это очень глубинно, вот эти паттерны ощущения небезопасности, ощущения несвободы, они формируют желание излишнего контроля. Не всегда горизонталь, особенно это в управлении ощущается, работает. Все, что с приставкой «со», не всегда работает. Мне кажется, что это основная причина этому, это исторический контекст и те условия, в которых мой народ находился не одно столетие. Сергей? Салям алейкум. Ну, безусловно, трудолюбие, я считаю, что это очень важная черта народа крымско-татарского, и это тоже объяснимо. И тут, наверное, я соглашусь с Эмине, потому что действительно крымские татары это люди, которые живут в постгеноцидном обществе. Я считаю, что постгеноцидным обществом нужно называть и украинское общество в целом, да, и его структурную часть крымских татар. И мне кажется, я бы, наверное, это актуализировала до такого комплекса жертвы, который есть, безусловно, у крымских татар, и который, к сожалению, очень часто нас прибивает наша вот история, наша трагедия, она не дает крылья, чтобы взлететь и чтобы думать о будущем, потому что это действительно это большая травма, а с травмами нужно работать, это вам скажет любой психолог. Євгене, і твій погляд, такий helicopter view, погляд зверху. Я не бачу спільноту зсередини, я не розмовляю кримсько-татарською мовою, я не можу читати значну частину текстів. Зрештою, я не спілкуюся з людьми, які щоденно живуть на окупованій території, мені складно дати якийсь коректний погляд. Мені здається, що ті кримські татари, яких я знаю, є просто взірцем якоїсь абсолютно неймовірної волі. І це люди, які, власне, як бамбук пробиває камінь, як вони знаходять спосіб, яким чином можна досягати цілі. В цьому сенсі це фантастика. Якою ціною це дається, через які страждання ці люди проходять, і як вони себе почувають в процесі, це, напевно, питання, власне, того дуже сильного болю, який сидить всередині. Мені здається, що цей біль, він мобілізує, але він точно так само заважає, тому що, як ми бачимо, наприклад, з досліджень цінностей українців, ті, хто вміють виживати, їм складно жити. Мені здається, що кримські татари мають в своїй культурі просто багатющу спадщину і купу історичних рішень стосовно того, як облаштувати своє життя, але заважає, як казала Лілія Боджурова, геополітика, і дуже сильно заважає брак інституцій. Тому що брак інституцій означає, що практично неможливо реалізовувати ті мрії, які є. Дуже складно використовувати силу багатьох розрізнених людей. І я думаю, що я виходжу вже за межі короткого опису. Я, собственно, наверное, дам также контекст, который в свое время исследователи смогли нащупать в своих фокус-группах и экспертных интервью с крымскими татарами. Так, на вопрос о главных чертах крымских татар, то сами же крымские татары называли такие автостереотипы, как сплоченность, как трудолюбие, доброта, порядочность, скромность, патриотизм, но при этом же зависть и снижение самооценки. И у меня вот здесь фактически каждый из вас говорил о постгеноцидном обществе, вы говорили о комплексе жертвы,
мы в каких-то приватных своих разговорах говорим о синдроме самозванца, да, синдроме – это психологическое явление, при котором человек не способен приписывать свои достижения своим же собственным качествам, усилиям, талантам и так далее. Да? Как стоит работать с этим и как вот побороть, условно говоря, эти комплексы? Снова же мы здесь говорим не об индивидуальном уровне, а о коллективном. Давайте я начну. Я готова поспорить вообще с самим употреблением термина «комплекс жертвы». Да, наш народ, несомненно, был и есть жертвой. Но быть жертвой и быть носителем комплекса жертвы, мне кажется, это несколько разные понятия. Ну, если даже его применять, то этот комплекс, он не из классической психологии, когда люди-жертвы даже не думают о сопротивлении, там, с агрессором, с обстоятельством, сразу вывешивают белый флаг и признают себя лузером. У нас комплекс, наверное, скорее всего, не комплекс жертвы, а если говорить о народе в целом, это присутствие вот такой негативной памяти. Прежде всего о депортации и тех лишениях, которые мы перенесли в ссылки первые годы возвращения, когда все и вся, начиная от государства и до ближайшего соседа, очернили нас черной краской, хотели нас вновь прогнать, ущемить в правах. Эта память, она болит до сих пор, не заживающие раны, и действительно мы жертвы вот этого постгеноцидной эпохи, но эта память, хоть и болит, она не заставляет нас поднять руки вверх, сидеть тихонечко под плинтусом и признать себя лузерами. Если бы это было так, то мы бы вообще не вернулись бы никогда в Крым. И не было бы вот того пассионарного взрыва в конце 80-х, начале 90-х годов, когда мы массово вернулись и массово боролись за свои права. В этой связи, конечно, нужно говорить о безопасности, да? Потери безопасности. И если говорить вот о том социсследовании, то исследователи отмечали, что вообще термин безопасности, он изменился среди крымских татар. Если раньше, говоря о безопасности, крымские татары говорили о потере возможности озвучивать свои политические взгляды или участвовать в политических мероприятиях, то теперь дискурс вот прав и свобод, он уступил место дискурсу безопасности, вот личной безопасности и безопасности собственной. И вот это, конечно, плохо, потому что тот посттравматический синдром, который сейчас мы еще переживаем, и отсутствие этой безопасности вовсе не облегчает этого положения. Конечно, я опять вернусь к этим травмам, надо говорить об этих травмах. Они были нанесены нашему народу и 77 лет назад. И, повторюсь, надо говорить о посттравматическом синдроме. И, на мой взгляд, он у нас прежде всего выражается в такой социальной гражданской депрессии. Вот это, кстати, депрессия и определяет основную цель – безопасности и самосохранения. То сейчас мы думаем больше о безопасности и самосохранении. Но самосохранение не как стоять на одном месте, закрыть голову, там, я не знаю, каской, чтобы тебя кто-то не задел, а самосохранение, я думаю, мы дальше об этом будем говорить, как все-таки и импульс к развитию. Вы знаете, я бы, наверное, продолжил. Действительно, для крымских татар вот та негативная энергия от полученных травм, да, в течение последних там 2-1,5 столетий, это очень мощнейший источник энергии, благодаря которой мы смогли достигать определенных поставленных целей, пробиваться, вернуться на родину и на родине как бы продолжать борьбу. Но мне кажется, что
уже давно пора, особенно сегодня, искать альтернативные источники этой энергии. Да? Нам очень не хватает истории успеха, нам очень не хватает какой-то позитивной энергии, которую бы мы смогли заменить. У нас есть пока что отдельные попытки, да? Отдельные попытки, когда мы радуемся, и это нас заряжает. Это там и успех Джамалы, это там что-то очень похоже на такие вещи. Почему крымским татарам вот очень болит, и они постоянно об этом говорят, что мы ждем, когда украинское государство там примет необходимые законы. Мы ждем, когда там что-то еще произойдет, и требуем этого, и хотим этого, потому что это вот та потребность в неком позитиве, в чем-то, что мы достигли за эти годы. Потому что все прекрасно понимают, что даже за последние вот там пару-тройку десятков лет похвалиться каким-то колоссальным таким ключевым достижением мы не можем. Было очень много, десятки, сотни маленьких побед. Но вот хотелось бы наконец-то вот в результате этих неимоверных усилий все-таки получить что-то такое устойчивое. Но здесь очень важно подойти с психологической точки зрения. Нам пора уже сменять акценты. Сменять акценты в том плане, что мы должны наконец-то научиться видеть хорошее в тех небольших каких-то успехах, которые творят люди здесь, в Крыму, вне Крыма, крымские татары или другие, но в отношении крымских татар, и складывать вот как по копеечку в эту копилку, которую потом можно будет разбить и получить вот эту огромную там энергию. К сожалению, наблюдение показывает, что к этому не готовы ни старшие люди, ни младшие. Вот Лиля Ханум, наверное, помнит, когда несколько лет назад группа молодежи предложила праздновать что-то вроде Дня Возвращения, то есть сместить акцент с депортации, с этой боли на что-то такое более позитивное. И насколько молодежь крымско-татарская оказалась не готова воспринять эту идею и очень так вот против выступили. Там у нас была дискуссия, мы вот как более старшие товарищи пытались немножечко сгладить эту ситуацию. Это очень серьезная проблема, и нам нужно искать выход из нее, и нам нужно здесь, я с Евгеном полностью согласен, здесь необходима работа институций. Она сейчас нарушена, к сожалению, и вот последние 7 лет, то, что произошло в 2014 году, просто сбило нас с ног. Но мы встаем, и мы будем двигаться дальше. Если надо, будем ползти дальше к нашей цели. Сау Нариман? Сергей или меня? Я могу, да. Мне кажется, когда мы говорим о крымских татарах и о том, как преодолевать, да, травму, нужно в том числе говорить о том, что у нас не только травма, нанесенная и полученная в 1944 году нашими бабушками, дедушками, потом в том числе нашими родителями уже позже, потому что они тоже жили в депортации, но и повторение травмы. Я говорю про 2014 год. И я считаю, что, возможно, крымские татары даже начали преодолевать то, что произошло в 1944 году, уже начали что-то, понимаете, да? То есть, с одной стороны, эта боль, которая у тебя есть, она и тебе очень много чего дает, но с другой стороны притупляет в том числе какие-то вот возможности для развития, потому что ты думаешь об этом постоянно. А сейчас у нас еще есть травма 2014 года, и вот как такой маленький народ сможет ее преодолеть, да, внутри. Мне кажется, тут очень важно такой термин, как эмпатия, как сострадание. Это то, чего мы ищем, наверное, от украинцев, от Украины в том числе, да, это какое-то вот умение поддержать в сложном моменте. Я понимаю, что участие общества, оно есть, но в том числе мы можем как-то это еще более выраженно делать и совершать в массовой культуре, какие-то новые проекты для того, чтобы объяснять людям, потому что, к сожалению, я об этом говорила раньше, что украинцы очень мало знают об истории крымских татар, об истории Крыма. Я думаю, что это в том числе поможет не только там, крымским татарам, Крыму, но и поможет украинцам в том числе понять ценность оккупированного полуострова, подумать о том, как в том числе можно будет отстраивать и что делать после деоккупации Крыма. Вот. А что касается крымских татар, это я больше говорила о том, что мы можем делать как общество, да, по отношению к Крыму, крымским татарам. А что касается крымских татар внутри, как это преодолевать, но я вижу огромное желание, да,
И абсолютно тут Нариман, то, что рассказывал про День возвращения, действительно смещение этого дискурса, оно очень важно, очень важной составляющей вообще того, что можно делать и в каком русле двигаться. Потому что, мне кажется, искать какие-то вот позитивные вещи, говорить о позитивных проявлениях, это очень важно. Не зацикливать народ, не зацикливать людей на негативе, потому что он действительно есть. И даже когда общаюсь там, с крымскими татарами, которые живут в Крыму, там, по разным вопросам, первый вопрос, который тебе задают, когда мы вернемся, что мы делаем, что Украина делает для нас. И это действительно очень, знаете, больно тоже слышать, потому что потом наступает разочарование, потому что, в принципе, там кажется, что ничего не делается, да. И вот все-таки находить какие-то позитивы и говорить о том, что делается, как делается, это очень-очень важно, это поможет в том числе переживать эти такие, как темные времена. Я, по большому счету, наверное, так бы могла их охарактеризовать. Сергей, меня? Мне, в принципе, сложно комментировать вопрос касательно преодолевания травмы, потому что сама себя считаю частью этой боли, которую я переживаю с 2014 года, и невозможности быть на своей земле рядом со своим народом, наблюдать события своей семьи и родственников через скайп. Это очень сложно, и моя формула попытки преодолеть, хотя мне кажется, это очень сложно, потому что эта боль, она всегда латентным образом находится внутри, и она в самые неожиданные моменты может прорваться. И я это наблюдаю уже который год, и каждый раз, думая, что она у меня уменьшается, я прихожу к тому, что нет, она все-таки есть. Моя формула, она очень простая. Вот то, что я делаю в каждодневном режиме, сумасшедший, наверное, режим работы, попытка преодолеть ощущение беспомощности, которое у меня сформировалось в 2014 году, от неспособности поменять ситуацию, от неспособности лицезреть несправедливость в отношении моей страны, моего народа, она меня заставляет сегодня находить ресурс, энергию для невероятного рабочего графика. И все, что я делаю, я считаю, что это сублимация этой боли. Это если говорить в частности о себе. По поводу коллективного, действительно, я слышу, что каждый из спикеров так или иначе касается травмы, боли, работы с этой травмой. Вот интересно, что когда нас депортировали, очень запрещено было говорить в принципе о депортации, не было возможности коллективной коммеморации. И только в 90-е, когда мы возвращались, таким способом коллективной коммеморации были митинги 18 мая, пешие хода с разных точек Крыма в Симферополь на центральную площадь, где мы читали молитву. И это было таким способом излечения и вылечивания этой травмы. И да, мы постепенно, наверняка все согласятся со мной, что мы из дискурса выживания к 2000 годам стали переходить в дискурс развития, стали развиваться институции, у нас появился телеканал, который стал хабом национального и культурного возрождения. И 2014 год снова как будто бы скосил эту траву, которая стала расти. И вот теперь нужно понимать, что в таких условиях, когда есть оккупация и нет свободы, это как люди в условиях банки находятся. В принципе, говорить о дискурсе развития достаточно сложно, хотя меня очень радует сегодня, что есть такие гражданские активности и организации, как Crimean Tatars, как радиоинициативы, как организации, которые есть. То есть все равно мы видим сегодня попытки крымским татарам собираться, и, наверное, это тоже вот такой интересный момент, я не знаю, может быть, со мной могут не согласиться те, кто в Крыму. После 2014 года крымско-татарские свадьбы стали фетишем практически. Из того, что я вижу в своем Инстаграм, Фейсбуке, что крымские татары огромные средства вкладывают в свадьбы и делают из этого очень помпезное мероприятие, я считаю, тоже сублимацией этой боли, когда мы собираемся и мы демонстрируем, что у нас все хорошо. Вот, мне кажется, это тоже один из способов долати цей біль. Євгене? Мені
важко говорити, маючи настільки неповну картину. І мені здається, що це само по собі так само є симптомом. Тобто я людина зацікавлена в кримсько-татарській тематиці. Я вважаю себе тим, хто намагається бути достатньо поінформованим стосовно того, що відбувається в середовищі. Я знаю недостатньо. Тобто я не впевнений в тому, наскільки мої висновки ґрунтуються на чітких даних. І тому я попробую зробити проекцію і дуже сподіваюся, що вона хоча б частково буде коректною. Мені дуже бракує в кримсько-татарському середовищі сигналів про те, що ведеться якийсь пошук знаходження своєї оцієї інституційної бази для тих інститутів, яких бракує. Я дивлюся на те, яким чином українці вирішували ці питання, і ми пробували користуватися в такі моменти в своїй історії, ми пробували користуватися інституціями інших. І в тому сенсі, мені здається, що Україна є певною утробою, де кримські татари можуть вирощувати ті інституції, яких кримським татарам може бракувати в цей момент. Мене найбільше хвилює освіта. Мене найбільше хвилює можливість самореалізації для тих талантів, які є в глобально конкурентних умовах. Якщо не буде, наприклад, тих кримських татар, які зможуть стати сполучниками з глобальними ринками, з якимись великими можливостями, чи в науці, чи в культурі, чи в бізнесі, чи в якихось інших сферах з іншими, дуже важко буде залучати світ практично на свій бік. Так само я боюся того ефекту, який може дати втрата свободи, тому що ми зараз бачимо в Україні, що для українців з одного боку спрацювали цінності виживання, вони справді додають міцності. Цінності виживання дають можливість перейти. Євген, у нас тут зависла, да. Да. Але Євгене, є певний момент. Вибач, ти завис на моменті, коли говорив про те, що дають цінності виживання. Цінності виживання дають міцність, вони дають відпірність, вони дають можливість подолати виклики. Кажу, що ми жартуємо часто, що українці є чемпіонами з виживання, і мені здається, що кримські татари можуть дати фору українцям. Але, власне, є другий компонент, який ми бачимо, який дуже допомагає сучасній Україні активно і динамічно розвиватися, це є високий рівень освіченості. І не тільки ми говоримо про формальну освіту, але ми говоримо про загальну цікавість, то, що англійською мовою називається словом curiosity. Тобто українські батьки орієнтують своїх дітей на здобуття знань. Вони намагаються практично отримати розуміння, яким чином функціонує світ. Воно живить підприємництво, воно живить купу інших спроб вирватися, власне, з цього болю, вирватися з оцієї травматичної свідомості. І мені здається, що це так само може бути одним з виходів. Тобто, що треба зробити, і що ми в Україні маємо робити, і що українці мають зробити для кримських татар, наприклад, для того, щоб кримські татари в Криму були групою, яка швидко прогресує в рівні освіченості, яка здобуває нові можливості. Що для цього потрібно? Програми онлайн-навчання, якісь інші програми, які ми маємо відкривати при українських інституціях. Що для цього потрібно, що має зробити для цього Україна, для того, щоб потім перехід від несвободи до свободи був простішим. І мені здається, що от цього артикульованого запиту з боку кримсько-татарської спільноти, чи то через Меджліс, чи то через інші організації, бракує. Умовно кажучи, бракує сигналу, що ми, українці, можемо зробити для своїх братів кримських татар. В мене є ще одне питання до тебе щодо цінностей виживання, цінностей безпеки і цінностей саморозвитку. То як тут можна балансувати та знаходити точки дотику, коли частина спільноти, частина народу може
жити в парадигмі цінностей безпеки, а інша частина в цінностей саморозвитку? Значить, це є отака, власне, складна розтяжка, тому що частина людей орієнтується на закритість. А частина людей, частина суспільства, навпаки, орієнтується на відкритість. І між ними невідворотно виникає конфлікт. І цей конфлікт стає згубним тоді, коли бракує довіри між ними, коли бракує, власне, тих сполучних ланок, авторитет яких визнають всі сторони. В українському суспільстві таким авторитетом є церква. В українському суспільстві таким авторитетом є Збройні Сили України. В українському суспільстві, власне, дуже бракує інституцій, до яких високий рівень довіри, але чи позитивний баланс довіри, ну це точно не органи державної влади, це точно не політичні діячі і так далі, і так далі. Але при цьому всьому дуже важливо, щоб і ті, хто йдуть в цінності самовираження, тобто, власне, хто прагне більшої відкритості, і ті, хто йдуть в цінності виживання, тобто навпаки прагнуть більшої закритості, визнавали один одного. І мені здається, що це питання до того, яким чином структурована сама спільнота. Тобто цей конфлікт буде тільки поглиблюватися. В випадку кримських татар він буде ставати щораз гострішим. І, відповідно, треба бути просто свідомим цього. В тому числі кожна сторона має бути свідома цього. І дуже важливо тоді не ставити питання на порядок денний, які будуть виникати, в конфронтаційний спосіб. Буде достатня кількість тих ззовні, хто буде його ставити в конфронтаційний спосіб. Тому, власне, важливо, щоб кожна сторона з великою відповідальністю ставилася до того, яким чином формулюється порядок денний для спільноти. Дякую. Мы сейчас как раз-таки подняли тему институций, национальных институций. Евген говорил об образовательных институциях. Если посмотреть на вот нашу историю там, последних 30 лет, да, у нас есть органы самоуправления крымтатарского народа, да, но вот сегодня что может усилить эти существующие институции и каких институций нам на сегодняшний день не хватает еще? Вот я опять начну по своей журналистской привычке ведущей программы, видимо, неизживаемое свойство. И я вот сейчас поймала себя на том, что мы все-таки с вами живем в разных двух мирах. И Евген прав. Нас все, чем дальше мы будем разбегаться, мы уже разбежались по географии, чем дальше мы будем разбегаться по времени, я боюсь, это непонимание будет только накапливаться. Мы в совершенно разных условиях. Украинцы даже в период самосохранения имели там советскую или там ущербную какую-то, не имели государственность. Они жили на своей родной земле. Они черпали силы, да, когда их дети свои первые шаги делали на родной земле. Украинцев не выгоняли, но массово, да, всех поголовно. Украину не оккупировали, ну, кроме немецкой, фашистской Германии. То, что сейчас происходит с нами, я не знаю, есть ли еще какие-то примеры в мировой истории, по крайней мере, мне на ум сейчас не приходит, то, в какой ситуации мы оказались. Я бы не стала еще употреблять термин, что народ разделился на две части, да, географически. Народ остался на своей земле. Небольшая часть представителей народа покинула родину, но народ остался на своей земле. И вот этому народу, оставшемуся на своей земле, ему надо что-то делать для того, чтобы остаться прежде всего народом. Это сейчас главная наша цель, это сохранение нашей идентичности. Безопасность, несвобода, самосохранение – это все в части этой цели сохранения идентичности. Институции, говорит Евген.
Говорить о политических институциях в Крыму на данном этапе, и думаю, что в ближайшем будущем, это из области фантастики. У нас слово «меджлис» запрещено законом. Если я сейчас где-то на крымской площадке публично скажу «меджлис», я должна сразу прибавить слово «организация запрещенная», да, там вот Нариман меня поправит, если я так, как формулировка точна, запрещенная на территории Российской Федерации. У нас есть попытки создать институции национальные взамен утраченных органов национального самоуправления. Кто делает эти попытки? Тому, кому позволено делать эти попытки. Коллаборанты, которые пытаются подменить Курултай, которые пытаются подменить собой органы ту вертикальную органов национального самоуправления, которая с начала 90-х годов существовала в Крыму. У них ничего не получается и не получится, потому что у них нет поддержки народа. Нельзя создать органы из народа без этого народа. Хотя попытки есть, и я думаю, что они будут продолжаться. Поэтому, живя в реальном мире, да, не в страницах учебников и учебников политологии, где даются советы, да, как правильно что-то делать, создавать и так далее. Живя в реальном мире, мы должны понимать, что о создании общенациональных или тех институций, которые бы пользовались, ну, если не общенациональным, хотя бы поддержкой большинства этого народа, нам говорить сейчас не приходится. Мы можем говорить о каких-то других институциях, даже об институциях гражданского общества нам говорить не приходится. Извините, меня в прошлом году вызывали в Следственный комитет за мой пост в Фейсбуке, где я писала, как людей всех забрали в кафе, более 30 крымских татар привезли в центр это центр у нас такой есть, борьбы с экстремизмом, держали их до часу ночи, потом взяли дактилоскопический материал и потом отпустили. И я написала такую невинную фразу: не надо молчать, нужно бороться за свои права всеми законными методами. И меня вызвали в Следственный комитет. И показали даже какое-то заключение каких-то языковедов и экспертов, которые написали, что в предложении «надо защищать права законными методами» есть экстремизм. Вот в этих условиях мы не можем говорить даже о создании гражданских каких-то институций. Я одна из тех, кто создает культурологическую институцию. Если я вам начну рассказывать, с чем мы сталкиваемся каждый день, при проведении каждого концерта, выставки, ярмарки, я не знаю, тренинга учителей, еще что-то, это месяца не хватит. Но надо что-то делать. В любом случае надо что-то делать. И я тут вспоминаю знаменитое выражение Исмаила Гаспринского, Євген Пробачев до кримсько-татарського говорити, «Мілетке хесметет мекостесен, елінден кельген іштен башла». То есть, если хочешь помочь своему народу, начни с того, на что ты способен. Вот мы сейчас заточены, все в Крыму, на то, чтобы успешно делать то, на что ты способен. Банально, я не знаю, если ты врач, будь хорошим врачом, чтобы в тебе был высокий уровень доверия, и уровень доверия к себе перенесется на уровень доверия внутри народа, и, может быть, как-то пересечется еще и с какими-то внешними факторами. Я чуть-чуть в другую сторону ухожу от этой, но вот невозможно у нас говорить об институциях, о возрождениях, о помощи какой-то. Но нельзя создать орган национального управления в концлагере. Нельзя. Да, приходится во многом согласиться, и наверняка вы, как специалисты, где-то даже мельком слышали, какие дискуссии ведутся касательно работы органов национального самоуправления традиционных, да, и Курултая, и Меджлиса. Разделение оказалось и географическим, разделение оказалось и где-то психологическим и так далее. И ситуация требует некой трансформации, потому что деятельность органов национального самоуправления в их классическом
классическом задуманном виде просто сейчас невозможно. По различным причинам. И из-за наличия границ фактических, из-за наличия границ уже где-то психологических, да, мы уже часто слышим или можем слышать такие, ну, в кавычках, наверное, обвинения, что мы не понимаем друг друга и так далее. Но чтобы хорошо понимать, людям, живущим в Киеве, нужно немножко последить, что происходит в соседней стране-агрессоре. Да? Вот только вчера Государственная Дума с десяток запретительных законов приняла. То есть гайки настолько ужимаются. То есть то, что можно было делать в 2014-2016 году, в конце 2019 мы уже не могли делать. То есть настолько уже там прибивают и так далее. Но, и вот буквально на днях читал очередной там пост возмущения, что наши соотечественники в Киеве возмущаются по поводу тех успехов, которые крымские татары демонстрируют в оккупированном Крыму. Спортсмены, артисты, какие-то организации, бизнесмены и так будем далее. демонстрировать, нас бьют, мы летаем. Но, на мой взгляд, как бы где-то больно это не звучало для кого-то, как бы у нас нет времени ждать. И действительно, эти истории успеха, они нам необходимы. И поэтому крайне важно, чтобы каждый крымский татарин вкладывался в себя, в окружающих и демонстрировал этот успех, который, к сожалению, крадет и страна-агрессор. Но здесь ничего не поделаешь. Другое дело, что для баланса Киев должен открывать возможности, а крымские татары говорить, какие возможности им необходимы, и демонстрировать свой успех и там, и в Стамбуле, и в Европе, и за океанами. Везде, где только это можно. Я думаю, что другого пути на данный момент нет. Невозможно развиваться только в Киеве и закрыться и ничего не делать в Крыму. Это пагубно для нашего народа. Поэтому здесь нужен откровенный разговор и взаимопонимание. И если даже кто-то не понимает, нужно терпеть до момента, когда можно пообщаться и понять друг друга. Я думаю, що тут, якщо от попробувати забрати власні назви і підійти дуже теоретично до питання, то абсолютно логічно, що, наприклад, в колонізованому стані могли брати і користуватися перевагами, які давали колонізатори. Тобто ми говоримо про те, що неможливо будувати свої інституції, значить розвиватися в межах тих інституцій, які доступні. Неможливо практикувати щось, значить дивитися, де є найближчі суміжні практики. Це абсолютно логічно. І в тому сенсі я б так само дуже радив не зациклюватися на Києві, не зациклюватися на Україні, дивитися на інші майданчики. Те, про що я говорю, це те, що мені здається, що Україна недовикористана. Україна не отримує достатньої кількості сигналів. Україна могла би робити більше. І от мені здається, що дуже важливо, щоб Україна ці сигнали отримувала. Формально, неформально, в дуже різні способи. Але, власне, мені здається, що усвідомлення потреби українцям докласти додаткового зусилля для того, щоб допомогти кримським татарам, воно не на тому рівні, на якому воно мало би бути. Нам тактически очень важно придумывать новые способы удерживать тему Крыма на поверхности. Не только национального украинского дискурса, но и международного. Также и здесь, пока у крымских татар не будет созданы условия полноценного развития, а это возможно лишь только в определенных условиях государственных атрибутов. Да, это вот то, о чем говорят крымские татары. Либо это национальная автономия в рамках украинского государства, либо иные форматы, когда крымские татары будут иметь эту возможность свободно развивать свои институции, в том числе гражданские и политические,
очень важно, Илья Ханум об этом говорила, вот тактически сейчас удержаться и сохраниться. Мы в этих условиях живем уже более 100 лет. Да? Это когда депортация нас поставила в условия физического выживания, и мы сохранялись как народ. Здесь также мы должны сохранить свою идентичность, память о том, кто мы есть, кто мы, крымские татары. И вот это тактически, что происходит в Крыму, поэтому меня очень радует каждое культурное мероприятие, которое происходит в Крыму, каждый концерт. И я понимаю, с какими сложностями мы сталкиваемся, потому что ту информацию, которую я получаю от своих родителей, от своих родных, она как раз о том, что вот под прицелом ФСБ находится каждый шаг каждого нашего активиста. И вот в этой плоскости тактического выживания, конечно, Украина может и наверняка должна делать больше. Однако мы имеем, что имеем, и уже те, вот мы, Алим, Севгиль, я и люди, как я, молодые, которые пытаются быть этими окнами в оккупированный Крым или своей деятельностью. Как Лилия Ханум говорила, что если хочешь что-то сделать, делай, начинай с себя. Вот это как раз та формула, которая поможет нам этот организм, который сейчас разделили, когда органы самоуправления в экзиле, когда часть народа выехала из Крыма, активная часть крымско-татарского народа, вот это то, что может сохранять. Ну и немножечко рефлексируя на предыдущие вопросы, да, о том, как мы эту травму преодолеваем. Вот интересно, мне кажется, что в 90-е годы у нас такими мероприятиями были стройка, это такой национальный фетиш, это попытка образования, то, о чем говорил Евгений. Я знаю, что большинство крымско-татарских семей живут в том, что самое основное – это дать высшее образование. И все родители выпрыгивают в буквальном смысле из штанов, чтобы только дети получили высшее образование. Это тоже сублимация этой боли. Митинг 18 мая, который для нас тоже был чем-то обязательным, это тоже сублимация этой боли. Меджлис – это тоже сублимация этой боли. Это орган, который сегодня запрещен в Российской Федерации. Ну, наверное, скажу, что все-таки нужно преодолевать сомнения в украинском обществе, потому что формировался в течение независимой Украины нарратив по поводу сепаратизма среди крымских татар, и мы никуда от него не делись. На 2014 год, возможно, это как-то преодолел, но где-то там на глубинах, поверьте, если вы копнете дискуссию чуть-чуть глубже с украинцами, начнут звучать какие-то нотки относительно того, что у вас же там все равно какие-то есть надежды на что-то, почему вообще поддерживаете Украину? И когда там пытаешься объяснить что-то как бы из истории, да, оказывается, что люди историю-то толком не знают, ни Крыма, ни крымских татар. Это тоже вопрос образования. Но и, безусловно, я, например, не могу об этом не сказать, меня этот факт очень обижает, потому что дискуссия относительно создания крымско-татарской национально-территориальной автономии, она бесконечно заполнена. Никто не может не знать корень, никто не пытается понять вообще, для чего она нужна, почему она важна, ну и бог с ним. Но хотя бы, знаете, когда там приходит представительство Крыма там, с указом касательно того, что с Меджлисом можно президенту встречаться раз в полгода или раз в квартал, прошу прощения, это закреплено указом. Этот указ потом СБУ заворачивает тоже с каким-то объяснением, что это проявление сепаратизма. То есть никакого признания, никакого даже нелегитимизации. Да? То есть это 4 раза в году встретиться с представителем Меджлиса и закрепить это указом президента. Даже на это мы не пошли на 7-м году оккупации Крыма. И это вопрос, конечно же, к состоятельности там, политической элиты, к состоятельности там, Украины как государства и так далее. Я не хочу жаловаться, есть очень много вещей, которые делаются и продолжают делаться. Но вот все-таки вот этот какой-то консерн по поводу того, что и мнение о том, что крымские татары все равно, какими бы они ни были сейчас, да, там, угнетенными и так далее, они все равно латентные сепаратисты, есть. Вот это нужно преодолевать. Саул Севгиль, если возвращаясь к теме нашего обсуждения и широкого разговора, да, то я бы хотел бы как раз-таки снова спровоцировать и спросить, может ли быть общество, либо народ, либо общность уникальна чем-то, и что мы, вот как крымские татары, уходя от этого дискурса
жертвы либо патернализма, что мы даем миру, если посмотреть мир в глобальном плане. То есть мы говорили, условно говоря, о Джамале, мы говорили вспоминали Исмаила Гаспринского, мы говорили о просветителях, да, например, прекрасный пример Исмаила Гаспринского, который знает очень хорошо тюркский мир, как просветителя, как человека, который помог модернизировать не только крымских татар, но и другие тюркские народы. Что сейчас могло бы быть вот такой силой, которую важно демонстрировать в мире? Ну, все-таки опять о Гаспринском. Что мы сейчас дали миру, надо думать, даем миру. Но вот мы уже дали миру Исмаила Гаспринского, общетюркского просветителя и реформатора, который первым в мусульманском мире заявил о просвещении как о приоритете, стал основателем джадидизма, просветительского движения, которое охватил весь Тюркский Восток и, по сути дела, сломавший существовавшую систему образования, наполнив ее светскими науками. И тогда это движение охватило такие территории, как Казахстан, Татарстан, Башкирию, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Северный Иран, тогда его Персией называли, и Восточный Китай. Он же создал старейшую в мусульманском мире газету и дал толчок первому в мусульманском мире женскому движению. Что еще дали мы миру? Мы дали миру наше национальное движение, которое было единственным демократическим движением, причем массовым, можно говорить даже всенародным, в СССР. И этим движением наш народ дал миру пример, что ненасильственная борьба за свои права, эту ненасильственную борьбу может ожидать победа, потому что мы победили, мы вернулись домой. Что мы даем миру сейчас? Мы даем пример своей безграничной любви к Родине, которую мы не покидаем, несмотря ни на что. И наша непреодолимая ни историей, никакой агрессии, стремление сохранить себя и сохранить свой язык, свою культуру для всего человечества. К сожалению, других примеров я сейчас не вижу. Я, немножечко продолжу слова Лили Ханум. Мы можем дать и даем миру прекрасных, талантливых людей, которые прорастают каждый в своей сфере. Я не буду называть этих людей, их уже достаточно много и на уровне национальном в Украине, и также известных людей в разных сферах, от медицины до науки в мире. Если брать явления, которые могут быть достоянием мирового внимания, то это мирное ненасильственное сопротивление, особенно в том контексте, что сегодня глобальный дискурс терроризма, он очень высокий. На всех мировых площадках обсуждается терроризм, обсуждается, к сожалению, исламский терроризм. И мы, как уникальный народ, который в себе концентрирует, с одной стороны, традиционализм, а с другой стороны, либерализм, и мы — это уникальное сочетание, и народ, который ненасильственным путем борется за свои права. И, возвращаясь в Крым, это феноменальное явление — уметь сохранить себя в условиях выселения, в условиях депортации, в условиях отсутствия какой-либо возможности даже говорить, кто мы такие есть. Да, это было запрещено, мы были таким не персоной нон-грата, а народом нон-грата. И вот это то, что является, наверное, самым большим достоянием, это то, чем мы можем делиться более активно. То есть это явление ненасильственного сопротивления, это уникальное соединение традиционализма и либерализма, которое у нас переплетается через столетия существования нашего народа, когда, например, крымские ханы финансировали строительство храмов, и таких примеров очень много. И это опыт сохранения своей идентичности. Ну, кто дальше? Сергей или Нариман? Я, наверное, могу сказать. В последнее время я часто, когда
говорю о крымских татарах, особенно со своими иностранными друзьями, знакомыми, когда представляю, кто такие крымские татары, я делаю акцент на том, что крымские татары по своей сути это уже краснокнижный народ. И это действительно так. Мы не можем с этим поспорить. И когда ты говоришь о там, животных, которые входят в Красную книгу, ты не задумываешься о том, что дает миру тот или другой вид исчезающий, да? Безусловно, я считаю, что и этот вопрос, он не то чтобы странно поставлен, он неправильно звучит. Конечно же, многообразие, да, это безусловно, это своя культура, это своя история, это свой язык, это уникальная культура. Как вообще можно говорить о том, что она дает? Она ее обогащает, этот мир обогащает, Украину обогащает. Я не буду говорить об историческом наследии, я не буду говорить о культурном наследии. Поэтому я бы не хотела, наверное, как-то выделять, да, потому что мы же не говорим, там, что дает тот или иной вид, когда рассказываем, почему его нужно сохранить и почему его нужно приумножить. Вот я бы, наверное, здесь бы остановилась. Ну, отвечая где-то на твой вопрос, Алим, я скажу, что, конечно, мы уникальны. Народ, который не считает себя уникальным, особенным, зачем он вообще существует тогда? Да? То есть это... И здесь даже не нужно искать ответа в чем. Это внутреннее ощущение. Это то, что отделяет тебя от других, вызывает гордость, вызывает слезы и так далее. Поэтому это свойство, это ощущение, которое присуще, должно быть присуще любому народу. Иначе он просто и себя уважать не будет, и другие не будут его уважать. Касательно того, что мы даем, у меня давно сформировавшееся мнение, я не буду говорить об истории, история наша очень много дала, и я считаю, я убежден просто и готов за это очень много говорить, мы даем и Украине, и всему миру шанс. Мы даем им колоссальный шанс, пусть это звучит идеалистически, романтично, сохранить человечность и какую-то душу. В этой геополитической глобальной игре, в этой погоне за обогащением между войнами и так далее, очень легко вообще утратить, да, вот понимание, ради чего человечество существует, утратить те гуманистические идеалы, которые мы старались как человечество сберечь от последних столетий и десятилетий. И народы в других точках земного для крупных игроков остановиться, оглянуться и посмотреть, что они делают. Вот Севиль сделала очень легкую такую аналогию с животным миром, даже я не буду, потому что у меня абсолютно такие же где-то мысли возникают, аналогии, но не там останавливаться. Просто травматическая страна, которая пережила очень много схожих событий с крымскими татарами, и геноцид, и советскую власть, и уничтожение, репрессий и так далее. Для нее сегодня крымские татары это как раз-таки шанс порвать с этим прошлым. Мы есть лекарство. На самом деле для украинского общества и государства мы есть лекарство. То, как с нами поступают, то, как с нами, берут во внимание наши интересы, это как раз-таки тест на взросление, тест на развитие. Я считаю, что Украина утрачивает пока что, к сожалению, на данный момент вот этот шанс. Шанс избавиться от вот этого синдрома, да, о котором мы говорили касательно крымских татар, который присущ на самом деле украинцам. Украина утрачивает шанс получить уникальнейший опыт решения этнонационального вопроса, межнационального там вопроса и так далее, то есть урегулирование этого вопроса, с которой она может превратить, ну, условно, в некий такой идейный товар и продавать его остальному миру, сказать, вот вы не справляетесь, а смотрите, как мы это умеем делать. То есть здесь настолько громадное количество возможностей для украинского государства заложено, что, ну, не воспользоваться просто грех, на мой взгляд. Для всего мира в принципе то же самое. В принципе то же самое. Это
возможность сохранить некую уникальность нашего мира, его многообразие действительно, и возможность все-таки сохранить человечность. Мы видим, что такой институт, такая ценность, как права человека, сегодня переживает очень серьезный кризис. И мы наблюдаем, когда такие, ну, если можно так сказать, личные, да, собственные интересы государств начинают преобладать над общечеловеческим каким-то пониманием, ценностями, международным правом. Вся вот поствоенная, я имею в виду Вторую мировую войну, да, система международных отношений сегодня переживает очень серьезные испытания на прочность. Об этом говорят все. Виновники, в принципе, известны, он не один, хотя самый главный. Вот. И как раз-таки такие народы, как крымско-татарские, малые, претерпевающие ущемления, репрессий, это как раз-таки возможность оценить всю эту ситуацию, посмотреть, что происходит, и сохранить человечность в себе, ради себя, не ради крымских татар. Ради себя они должны так поступить. И, на мой взгляд, вот я повторюсь еще раз, мы своим поведением, своей позицией, своей стойкостью, своей какой-то вот жизненной парадигмой и стремлениями дарим и Украине, и всему миру этот шанс. Воспользуйтесь им. Слава Нейман. Євгене, зараз до тебе перейдемо. Перед тим мені має бігти, і ми зараз закінчимо з Євгеном Еміне, і після того останнє коло. Сау Олмас, всех была очень рада видеть. Багышланцы, не смогу последние 10-15 минут дискуссии побыть с вами. Ну, что обнажилось? Обнажилась необходимость такие дискуссии проводить чаще. Особенно в том контексте, что мы отдаляемся друг от друга, это чувствуется, что мы действительно находимся в разных реальностях, и это объективные процессы. И единственный способ понимать друг друга, синхронизироваться, это разговор, это разные форматы, где мы будем друг друга слышать. Sağ olunuz. Sağ ol canım. Allah kolay getirsin. Sağ olunuz. Євгене, і власне, ти знаєш, я згадав нашу розмову, коли ти сказав, як на мене, тоді дуже цікава річ, бо, можливо, ми всередині кримськотатарської спільноти це достатньо добре не щитували про те, що ми можемо бути сенсовними перекладачами з декількох мов. Тобто ми розуміємо тюркський контекст, ми розуміємо європейський, східноєвропейський контекст. І, чи зараз в тебе змінилась думка? Ні, я думаю, що, власне, погоджуючись з тим, що кримськотатарська культура, ідентичність, історія є самодостатньою цінністю і не потребують пояснення, а чому вони цінні, я з цим абсолютно погоджуюсь. Мені здається, що, тим не менше, я б не забирав тих унікальних можливостей чи унікальних рис, які є в кримських татар. Одна з речей, яка мене вражала завжди, коли я спілкувався з своїми друзями кримськими татарами в Центральній Азії, наприклад, це те, що вони розуміли всі тюркські мови центральноазійські, при тому, що деколи центральноазійські тюркські народи не розуміли один одного, але кримські татари розуміли всіх. Мене вражає завжди, як є можливість перекладати, власне, з тюркських, слов'янські, з близькосхідних в східноєвропейські і так далі контексти. Крим знаходиться просто в центрі величезної кількості культур, народів, рухів, і оця спроможність розуміти різних і перекладати їх, вона фантастична. То саме про релігійний контекст, тобто розуміння різних течій ісламу, вміння перекласти їх в зрозумілі християнські категорії і назад. Це дуже цінно. І в мене є друга теза, яка теж певною мірою суперечить цьому пошуку унікальності, значить, який внесок має народ в
світовий контекст. Мені здається, що дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що найбільші здобутки можуть бути не позаду, а попереду. І, власне, те, що ми зараз проходимо, воно в якийсь спосіб готує нас для того, щоб ми пізніше щось могли зробити. І тому, наприклад, коли в Україні були спроби назвати будь-який об'єкт там, чи аеропорт, чи ще щось іменами якихось героїв з минулого, я казав, що залишайте простір для майбутнього. Тобто часом можна просто мати неназваний аеропорт, просто аеропорт якогось міста, тому що найкращі приклади, які будуть гідні відзнаки, вони ще можуть бути в майбутньому. І мені здається, що стосовно кримських татар дуже важливо, власне, відчувати, що це древня, але молода нація. Тобто це нація дуже спроможна. Це нація, яка, власне, ще буде давати світу дуже різних людей. Науковців, культурних діячів, політиків, економістів, підприємців. Ну, там просто настільки широко можемо перелічувати, наскільки здається. І в тому сенсі я з захопленням дивлюся на внесок кримських татар в практично всі народи, яких вони торкаються. Дякую, Євгене. І останнє питання, яке я поставлю всім нам. Я зацеплюсь за тезис Евгена о том, что самые большие достижения у народа могут быть впереди. Да? То мы эту дискуссию ведем за несколько дней до начала 2021 года. Что должен сделать каждый крымский татарин, живя в очень равных уголочках и Крыма, и мира, для того, чтобы вот эти достижения, большие достижения, великие достижения были реальными как можно быстрее в будущем? Давайте, пока другие думают, наверное, я скажу. Мне кажется, я хочу продолжить те мысли, которые говорил в начале нашего разговора, что задачей каждого крымского татарина, где бы он ни находился, чем бы он ни занимался, должна быть очень простая вещь, которая принесет пользу и ему, и обществу, где он живет, и его народу. Это стремление быть успешным в своем деле и делиться этим успехом со своим народом. Вот, наверное, очень такая простая формулировка, но которая позволит воплотить вот те надежды, о которых, наверное, сегодня каждый говорил, и вот Евген про это как раз говорил, то есть сделать задел на будущее. Мне кажется, что каждый должен быть профессиональным в своей сфере, каждый должен приложить максимум усилий для того, чтобы сформировать себя, и через это он подарит колоссальную энергию, колоссальный какой-то результат, то, чем можно будет гордиться всем остальным, да? Кто пока что этого успеха не достиг, например. Это самое главное. Но при этом очень важно не забывать, откуда ты и кто ты, и как можно чаще об этом говорить. И этим делиться. Именно чтобы достигнуть того эффекта, что этот успех перестает быть твоим личным, он становится успехом всей твоей нации, твоего общества, всего человечества. Это очень важно сегодня, это простая формула, на мой взгляд, но которую просто нужно воплощать в жизнь. Многие это и так делают, нужно, чтобы это делали все остальные. Мне кажется, тем самым мы вот сможем получить, скопить вот ту позитивную энергию, которая нас выведет из вот этого травматического состояния. Саула Нариман? Я могу, наверное, продолжить. Я тут абсолютно согласна с Лилией Ханом, которая рассказывала о том, что каждый крымский татарин должен делать хорошо тот участок работы, который зависит от него. Да, и я всегда, может быть, это странно прозвучит, но я всегда, например, когда работала и в журналистике раньше, и в журналистике сейчас, я всегда думаю, что меня воспринимают в том числе через призму
моей принадлежности к крымским татарам. И я в том числе несу представление о крымских татарах в общенациональный дискурс. И не только общенациональный, да, когда я училась в Штатах, когда я училась в Британии, я много рассказывала об этом. Они тоже в каких-то традициях, каких-то особенностях знали и тоже воспринимали этот народ. Да? Я думаю, что в том числе благодаря тому, что мы будем делать свою работу хорошо и качественно, и с отдачи, да, мы не можем не влюбить в себя большое количество людей, потому что действительно это уникальный народ. Я нигде такого не встречала в мире, наверное, да. Конечно, я в него влюблена очень сильно, и оно мне вот здесь вот, да, вот в сердце, но это правда, это настолько уникальные люди, настолько, с одной стороны, добрые, трудолюбивые, я говорю, у меня аж здесь комок в горле, а с другой стороны, безобидные, вот. В общем, уникальные крымские татары, которых обязательно нужно сохранить для этого мира, да, пусть они и в красном списке сейчас. Сау. Лилия Хану. Евген вспомнил название аэропорта, и я сразу хотела с ним поспорить насчет того, что надо что-то оставлять на будущее. И это вопрос о том, что мы можем сделать в будущем. Я думаю, что делать нужно в нужном месте, в нужное время. Это вот касательно аэропорта, касательно топонимики Крыма, да, декоммунизации названий и так далее. 16 лет, если я не ошибаюсь, наша организация, общественная организация Ханат Юллары, да, Нариман мне они боролись с Верховной Радой Украины при помощи Франции, кстати, и всего сообщества летчиков бывшего Советского Союза, чтобы дать имя Амедхана Султана аэропорту Симферополь. Его дали, но уже после того, как поезд ушел, далеко уже ушел. И с топонимикой Крыма то же самое. Я не знаю, может быть, вот из таких мелочей для Украины, но для вещей, которые являются знаковыми для нашего народа, Украина должна была не на будущее оставить, а сделать свое время. Потому что мы не ждали будущего, когда мы, крымские татары, в 90-х годах устанавливали украинский флаг на зданиях, административных зданиях в Крыму. И нас за это били дубинками, милиция тогда это называлось. Мы не ждали будущего. Мы знали, что это нужно делать в это время. Я могу вот этот список продолжать. Не надо оставлять на будущее то, что ты можешь сделать сегодня. Если ты думаешь, что ты дашь своему народу что-то хорошее в будущем, в этом будущем может уже не оказаться твоего народа. Хотя я буду спорить, мы не в красной книге. У нас вот Нариман, у него уже 4 детей. У нас есть такая поговорка: «Дёр безных втораджах», нас 4 спасут. И мы сейчас идем по этому пути, потому что для нас с начала 90-х демография была демократией. Вот в будущем нам надо рожать как можно больше детей и воспитывать их крымскими татарами. А те, кто уже давно ходит по нашей земле, должен сохранить в себе эту крымско-татарскость. Сохранять сегодня, каждый день. Быть успешным, делиться своим успехом, но не ставить успех во главу угла. Прекрасная фраза Наримана: делиться своим успехом с народом. Была, помните, такая смешная вещь, когда был какой-то момент исторический при Ельцине сближения Украины с Россией, тогда Ельцин произнес такую фразу: каждое утро просыпаясь, ты должен себя спросить, что я сделал для Украины. Вот мне кажется, все те, кто сейчас живет, и те, кто живет в Крыму, и в основном те, кто живет разбросанным по всему миру, должны хотя бы иногда спрашивать, что я сделал для своего народа. Это не значит, что ты там петицию какую-то подписал или, я не знаю, у Сената США с одиночным пикетом «Спасите крымских татар». Да? Ты можешь просто хорошо учиться. Ты можешь стать хорошим специалистом, таким как Севгиль Мусаева.
и стать лицом крымско-татарского народа в той части, где ты живешь. И от тебя будет зависеть, как люди вокруг тебя будут относиться к твоему народу. Ты можешь делать то, что сейчас делают наши крымско-татарские волонтеры. У нас сейчас в Крыму бум благотворительности. Это такой феномен благотворительности. Такое единство и желание помочь тому, кто нуждается, я наблюдала в начале 90-х годов, когда мы возвращались в Крым, и тогда, если тебя кто-нибудь на улице тебя обидел, обижали нас очень часто, особенно тех, у кого вот явно восточные черты лица, тогда просто нужно было крикнуть громко: «Крым-татарлар варам, БРД, кто-нибудь здесь есть, крымские татары?» И к тебе бежали все, чтобы тебе помочь. Вот сейчас у нас в Крыму то же самое. Мы бежим, чтобы помочь больному ребенку. Мы помогаем детям политзаключенных. Мы помогаем людям, попавшим в беду, у кого сгорел дом. Причем помогаем мгновенно, сиюминутно. Бегом, 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 чтобы успеть спасти, помочь. Мы не ждем будущего. Пройдет 2020 год. Наступит 1 января, 2 января, 3. Давайте не думать даже о 23 февраля. Да? Это я сейчас сказала не в связи с Днем Советской Армии, а в связи с трагической датой гибели, расстрела Нумана Джелебеджикана. Давайте думать о том, что я сделаю вот завтра. Сегодня у нас 23 декабря, что я сделаю завтра, 24 декабря. Неважно, какой год на дворе. Главное делать вовремя, чтобы успеть. Саунс. Євгене, твоя коротка фінальна ремарка. Я хочу дуже подякувати Лілії за такі витвережуючі тези, тому що я, наприклад, коли говорив про аеропорт, я говорив про Бориспіль, не про Сімферополь. Але, власне, бо там була ціла сага з Малевичем і так далі. І, власне, питання в тому, що це дуже добрий приклад був розірваності контекстів. Я так само відчуваю біль і злість, і навіть не злість, а як влучно свого часу виправив Андрій Куликов, гнів з приводу того, що кримсько-татарські проекти не отримують тої підтримки в Україні, яку мали би отримувати. Мені би дуже хотілося, щоб українське плече було надійним для кримських татар, і воно таким є не завжди. І в мені воно викликає точно таке саме обурення, бо, на мою думку, це є те, що ми мали би робити як свій обов'язок. З іншого боку, я дивлюся на ще один виклик, який ми маємо стосовно браку знайомства. На мою думку, суб'єктною чи реально незалежною Україна є тільки з 2014 року. І ми не знайомі між собою в цьому плані. Тобто нам ще треба буде колись представитись один одному в цих нових якостях. Ті зв'язки, яких є, їх замало. І коли я говорю про майбутнє, в якому більше, ніж в минулому, мені здається, що це не тільки практична річ, але це так само річ скорше філософська. Тобто, якщо у нас в майбутньому немає більше, ніж минулого, то який сенс? Надія, я думаю, є чимось, що нас всіх дуже сильно об'єднує. І в тому сенсі я дуже дякую за те, що ми могли під час цієї розмови краще почути біль. Бо емпатичність, спроможність чути біль один одного – це те, що нас робить українцями відносно один одного. І ми маємо чути ваш біль, ми маємо його краще розуміти. І дякую, що ви його доносите. І ми будемо думати, що робити з тим, щоб цього болю було менше. Щоб його можна... Дякую. Дякую. Дякую, Євгене.
мы, как и, наверное, каждый народ состоит из своих историй трагедий, своих историй побед, боли, слез, любви, смеха. Но я скажу, наверное, избитую фразу, что будущее мы создаем сами, и давайте помнить об этом. Чорсаун за этот разговор. Дякую всім за цю розмову. З нами був Євген Глібовицький, Ліля Буджурова, Сергій Мустаєва, імені Джіпар та Наріман Джилял. І до зустрічі на Кримському Анжирі. Чорсаунс, Салхнян Каламс. Чоксаумс. Корешкенджи храмга. Корешкенджи храмга.